Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: горячие новости для вас, о чем вам просто необходимо узнать прямо сейчас, в этот самый момент, когда вы открыли это видео. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, покроют то, что сейчас нас можете узнать. Так, мои хорошие, отсыпка у нас готова. И вот прям в самом корне не могу оторвать глаз. Здесь люди дерутся, ругаются. Здесь что-то ужасное происходит, и это фатально. Здесь какие-то люди очень сильно ссорятся, либо очень сильно уже поссорились. И конфликт этот, он не утихает, а наоборот, как будто бы еще больше нарастает. Ссора этих людей для вас по итогу окажется очень хорошей новостью и очень выгодным событием. Я не могу сказать, кто эти люди, кем вам приходится, но здесь 3 человека, и вот они все втроем просто как звери друг на друга бросаются, друг друга на части рвут. И здесь действительно не прекратится эта ссора, не прекратится этот скандал, он только лишь будет набирать обороты. Когда вы об этом подробнее узнаете, либо поймете, кто поссорился, кто ссорится, для вас это какой-то даже выгодой сулит, выгодное событие, выгодная ситуация, либо очень перспективная. Возможно, ссора этих людей даже для вас какие-то новые возможности открывает. Поссорились они из-за каких-то мелочей, но опять же, они то ли очень были дружны, а теперь они превращаются в очень непримиримых врагов. И опять же, поссорились они буквально, может быть, несколько часов назад, может быть, сейчас, в разгар мы смотрим ссоры. И то, что начнется на новую луну, да еще и в новом году, продлится бесконечно долго. Эти люди уже никогда не помирятся, никогда уже между ними не будет ни мира, ни лада, ни покоя. Даже какого-то минимального взаимодействия, нормального, адекватного между ними тоже уже никогда не будет. Для вас это новость, для вас это событие, оно как бальзам на сердце. Вы такая: боже, неужели, неужели это случилось? Может быть, эти люди, они ваши враги, а может быть, они втроем были какой-то очень такой существенной силой, с которой приходилось считаться, либо об которую вам приходилось вот так лбом биться, вас они не пускали, не пропускали. Из-за того, что они дружили и были сплочены, вам, например, ходу не давали. Может быть, это связано с вашей карьерой, с бизнесом связано. Может быть, это связано с вашей личной жизнью. Может быть, они оппонентами вашими были постоянно. Может быть, они не хотели, чтобы вы устроили свою личную жизнь, либо с каким-то конкретным человеком устроили. В общем, они ссорятся, ссоры эти будут продолжаться. Накал страстей, он не скоро еще апогея достигнет. И это фатал. Уже никогда не помирятся, не примирятся. Конечно, странная отсыпка, начинается с таких новостей, но вижу, что для вас это очень благие новости, и для вас это событие, оно приятное, оно открывает вам, грубо говоря, все двери и все возможности. Вот здесь вы точно порадуетесь. Вы так руки потираете, довольны, и говорите: неужели, Вы к этому событию не причастны, но тем не менее это событие, оно уже разворачивается, и дальше будет больше. Вот здесь мне показывают мужчину, с кем вы недавно то ли виделись, то ли общались. И этот мужчина, он просто вами покорен. Этот мужчина, он все ходит о вас, думает, вспоминает. Настолько сильно вы ему в сердечко попали, настолько сильно вы его задели, зацепили. Может быть, вы даже ничего не делали, даже ничего не говорили, мимо прошли. И он такой: боже, это не женщина, это видение, прям влюбился с первого взгляда.
Мужчина, который какие-то пороги оббивает для того, чтобы узнать, кто вы, где вы, как с вами связаться, какие-то контактные данные, потому что имя ваше пытается узнать. Мужчина, который просто вот с первого взгляда влюбился. И, девушки, женщины, сразу хочу вас предупредить, этот мужчина влюбился навсегда. То есть не будет такого момента, что вот он влюбился, за вами поухаживает, потом возьмет и пропадет. Нет, он влюбился на новую луну, а это значит навсегда, до конца. Вот этот мужчина, он еще себя проявит, он еще вас найдет. Я не могу сказать, кто он, я не могу сказать, что между вами будет, но его дороги ведут его именно к вам. Все его дороги ведут его именно к вам. Он прям влюбился очень сильно. Дальше здесь образ зайца. Это может быть и мужчина, и женщина. С вашей стороны, с правой стороны. Человек трус, трус по жизни, трус, трусиха во всем. И этот человек допустил какую-то, из-за своей трусости допустил большую ошибку, из-за которой и сам пострадал, сама пострадала, и также вам тоже какой-то вред мог быть причинен. И этот человек, он настолько трусит, что он и даже вам не признается в том, что это из-за него, либо из-за нее. Но все равно все раскроется, все равно все станет на свои места. Человек с душой зайца. Тут уже ничего не поделаешь. Тут не объяснять, не лечить, не уговаривать, не ругаться. Тут ничего не поможет. Такой вот ненадежный персонаж рядом с вами оказался. И здесь либо понять, простить, принять, да, делать скидку на то, что человек такой трусливый, либо какие-то радикальные шаги, да, подальше держаться, либо дел не иметь. Потому что из-за трусости человек в любой момент может вас подвести. Вот, придется вам тут еще с этим разбираться. Уже не было сделано, либо уже человек струсил, а последствия они придут чуть позже. Дальше. Мужчина. Мужчина. Птица в руках. Птица вправо, рыба влево. Здесь мужчина при больших деньгах. Либо мужчине кто-то посулил большие деньги. А мужчина вам скоро птицу об этом пошлет. Вот он думает, как бы вам эту информацию сообщить, чтобы вы правильно среагировали, допустим, так. Опять же, у одних отыграется, что он уже заработал, причем много заработал, а у других, что вот ему предложили много зарабатывать, а он еще никак не придумал, как вам об этом сообщить, либо как вам подать эту информацию. Но птица здесь тоже очень крупная, вот сродни рыбы. Они по размерам одинаковые. Значит, он вам там все подробно будет сообщать, да. Либо, кстати, может, у кого-то еще отыграется, что он вам перевод даже сделает. Если деньги уже получил, то перевод сделает. Либо какую-то часть суммы отдаст. Здесь мужчина молодец. Он постарался, он правильно себя повел, либо он правильно себя поставил. И от этого пошел такой прекрасный результат в виде этой огромной рыбы. Дальше, мои хорошие, показано, что какая-то женщина вам ваше отдавать не хочет. Вот не хочет и все. Вот прям говорит, не отдам. Не отдам. И хоть бейте меня, хоть что хотите делайте, я не отдам. Что-то себе решила оставить, присвоить. Это очень некрасивое поведение. Ее это не красит, тем более она ни в чем не нуждается. Это прям совсем неприятно. Да, у тебя все есть, почему ты зажилила. Но вот так себя она будет вести. Она уже решила вам ничего не давать, либо вам ничего не отдавать. Даже если это ваше, да, она говорит, я себе оставлю. На нее воздействовать можно только лишь силой закона. Она боится закона, она боится полиции, она боится суда. Вот. Никакие другие уговоры на нее не подействуют. Так что не тратьте время. Когда она вам ваши не будет отдавать, вы сразу ее тащите в полицию, либо, так скажите, что я иду писать заявление. Либо подаю на тебя в суд, да, потому что ты, воровка получается, да, раз она не отдает, значит, она воровка. Только так вы можете ее заставить вам отдать ваше. Так, а здесь показывают человека, который крепко спит, отдыхает, спит, и человек настолько, видно, устал, что спит беспробудным сном. Либо он так сильно отмечал Новый год, что теперь нужно несколько суток отсыпаться, высыпаться. Этого человека невозможно разбудить, невозможно растолкать. И единственное, что вы можете сделать, это позволить этому человеку выспаться. Вот когда выспится, тогда уже и можно поговорить, либо что-то вместе делать. А до этого момента все попытки привести этого человека в чувство, они просто нулевые будут. Может быть, да, человек не просто спит,
а он еще и в общем, в состоянии, да, похмельном находится, в тяжелом, да, он принимает какие-то препараты, чтобы снять это состояние, и его просто ножки не держат, да, нет баланса, не может сохранить баланс. Вот, так что не тратьте силы, пусть вот проспится, вот когда выспится, проспится, вот тогда дело будет. До этого момента ничегошеньки вы с ним не сделаете. Там, знаете, как не кантовать, все. Вот, лежит такое бревно, ничего не поделаешь. Кстати, у кого-то из-за этого даже планы могут меняться. Может быть, этот человек вас должен был куда-то везти. Может быть, это ваш супруг, да, вы должны были ехать к родственникам. Может быть, это кто-то, ну, вот близкий вам, да. Вы понадеялись, а человек вот прям вышел, выбыл из строя, да, и теперь нужно проспаться. Кстати, если вы кому-то дозвониться не можете, это тоже тот же случай, да, человек просто спит, не в состоянии доползти до телефонной трубки, да, либо где-то потерял этот телефон, и голова совсем в тумане, никак не получается вам ответить. С ним все хорошо, все в порядке, ну да, возможно, перебрал, но тем не менее не в состоянии передвигаться и не в состоянии разговаривать, вот это самое главное. Дальше, мои хорошие. Дети, чьи-то дети, внуки куда-то очень захотят пойти. Что-то они уже такое либо узнали, либо увидели, может быть, в интернете, по телевизору, может быть, другие дети сказали, и вот им тоже туда нужно какое-то мероприятие, либо это какой-то концерт, либо это какие-то развлечения, аттракционы, может, какие-то ярмарки, будут вас туда прям тащить. Удовольствие, я так понимаю, что это не дешевое, и опять же, ну, долго, много времени нужно будет на это потратить. Вот, с правой стороны. Детям очень хочется, поэтому, пожалуйста, уважьте. Это очень важно, чтобы между вами и вашими детьми, либо внуками действительно была прочная связь, доверие было и взаимопонимание. Да? Дети вам тут будут обещать все на свете, что будут самые послушные, там, будут убираться за собой, будут хорошо учиться, но только отведи нас, да? Только позволь нам вот попасть, да, на какое-то мероприятие. Вот, желательно все-таки положительно отреагировать, сходить вместе, либо если дети уже взрослые, да, дать возможность сходить самим. Прям очень им хочется. Там, кстати, весело будет. Весело, но вот мне почему-то кажется, по деньгам затратно. Но тем не менее, господи, это же дети, и тем более новогодние праздники, почему нет? Подумайте об этом. Если вы будете отказываться, то дети будут плаксивиться, дети будут скандалить, дети будут огрызаться, обижаться. То есть, знаете, все вот так вот пойдет шиворот на выворот. Оно того не стоит, мои хорошие, просто не стоит. Уже зажглись сердца, уже глазки горят, вот хочется им куда-то. Значит, надо уважить. Поверьте, это к лучшему. Не жалейте денег, вам все вернется. Дальше. Здесь мне показывают женщину. Женщина, которая очень сильно опозорилась. Она не просто опозорилась, она стала клоунессой, посмешищем. Что-то она такое вытворяла. Видно, пьяненькая была, видно, лыка не вязала. Что-то болтала, может быть, какие-то части тела показывала, может, вообще стриптиз устроила. Мне вообще показано, что у нее, ну вот, заголились определенные части тела. И вот люди рассматривали, высмеивали. И вы совсем скоро об этом скандале узнаете, как она опозорилась. Женщина, у которой была очень серьезная репутация, женщина, которая оказалась образцом морали, да, высоких устоев, там, поведения, да, вот такая, всех там ругала, осуждала. Вот, а сама вот так сильно опозорилась. Слушайте, ну там чуть ли, наверное, в газетах, напишут про то, что она себя так вела. Все смеются над ней. Там какие-то невероятно пикантные подробности. И вижу, что вы не от одного человека обо всем этом узнаете. В общем, весело проведете время, обсуждая полный провал этой женщины. Вот. А ее-то гордости поубудет. Она уже людям стесняется в глаза смотреть. Возможно, даже на какое-то время пропадет. Да? Просто не будет выходить из дома, потому что все смеются. Да? Пальцем тыкают и смеются. В общем, знатно она опозорилась. Ну, надо знать меру, надо держать себя в руках. Что ж, и на старуху бывает проруха. Вот как раз-таки этот случай. Дальше. Здесь мужчина с мечом в руках. Здесь какому-то мужчине удалось обыграть саму судьбу.
На самом деле очень серьезный знак. Мужчина как будто бы на волоске от смерти был. Либо мужчина смог как будто бы из бездны выпрыгнуть. Вот так мне идет. Этот мужчина, у него, возможно, даже седина появилась, либо седины стало гораздо больше, какой-то стресс пережил. Но он смог обыграть свою судьбу, как будто бы саму смерть обыграл. Какой-то случай, но он остался жив. И вы об этом скоро узнаете. Когда вы будете об этом слышать, у вас мурашки по телу будут ходить. И будет прям, знаете, дух перехватывать от этих событий. Особенно если этот мужчина вам близкий мужчина. Ой. Но он, конечно, у вас матерый. И пусть он так больше не играет с судьбой. И если один раз повезло, то не значит, что и во второй повезет. Вообще этот мужчина, он как в рубашке родился. И у этого мужчины очень сильный ангел-хранитель. Но злоупотреблять нельзя. Здесь то ли он, ну вот правда, как на волосок от смерти был. Вот. Событие уже произошло. И вы об этом узнаете. Вы ему скажите, что нельзя играть со смертью. И все должно быть с мозгами. Опять же, то, что тебе повезло, это не значит, это не гарантия, что больше с тобой такого не повторится. Вот, счастливчик. Он мне идет счастливчик, который родился в рубашке с очень сильным ангелом-хранителем. Дальше. Здесь мне показывают корону. Корона есть, а головы нет. Здесь какое-то место очень хорошее, теплое освободилось. Либо откроется вакансия на очень хорошее теплое место. Это место руководителя, может быть, начальник подразделения, может быть, менеджера там, среднего звена, допустим. Корона, она, конечно, красивая, и все ее хотят получить, но за этой короной шлейф идет. Шлейф большой ответственности. И также, возможно, коллективчик там не очень. Ну, допустим, люди такие проблематичные, спорщики, скандалисты, лодыри, бездельники, либо люди, которые умеют саботировать, да, любят саботировать. Вот, корону с правой стороны показали. То ли вам будут предлагать это место, то ли кому-то из ваших близких. Прежде чем соглашаться, постарайтесь изучить этот вопрос, потому что здесь человек может согласиться, а потом очень сильно пожалеть. Да, корона слишком тяжелая кажется, да, прям неудобно будет ее носить. Вот. Узнайте, почему место освободилось. Вот первое-наперво узнайте, потому что здесь причина, почему место освободилось, сразу ответит на ваш вопрос, стоит ли занимать эту должность или нет. Показано, что эта должность очень проблематичная. Дальше. Здесь у меня 2 человека. Они как будто бы сошлись, в пару сошлись. Либо они для всех как будто бы в пару сошлись. Может быть, вы с кем-то потанцевали, может быть, вы с кем-то пофлиртовали, просто с кем-то пообщались, и вас уже прям поженили. Ну вот правда, уже вы муж и жена в глазах общества, уже про вас там легенды сложили, что у вас там происходит, как вы встречаетесь, где, на какой территории, сколько раз, что делаете, да, уже все, без вас поженили. С удивлением узнаете, что вам приписывают роман с человеком, с кем вы просто пообщались, да, либо просто потанцевали. Может быть, вы даже танцевали не вместе, а просто на одном танцполе, и вас уже поженили. Слушайте, ну долго вам придется от этих сплетен избавляться. Прям то ли вы очень красиво вместе смотритесь, то ли там мужчина еще мог что-то взболтнуть. Понимаете, там не беспочвенно все это идет. Но получается, поженили. Да, приписывают вам роман с этим человеком. Что буквально там сегодня-завтра узнаете, да, что у вас, оказывается, уже и любовник, и муж есть. Помимо того, что уже существует, еще дополнительный. Просто вы с кем-то поговорили, либо просто вместе сидели за одним столом. Все, вы уже вместе. Так, здесь какой-то бывший в отчаянии. Он вас то ли где-то видел, то ли в соцсетях он вас увидел. У него, буквально без 5 минут сердечный приступ. Он не ожидал увидеть вас такой красивой, шикарной, с горящими глазами, с улыбкой. Вы как-то очень сильно преобразились за это время, пока вы не виделись. Но понятно, что когда вы были с ним рядом, у вас глаза потухшие были, да, потому что с ним как-то неприятно вам было. А теперь вы счастливая, вы прям светитесь, прекрасно выглядите. И вот у него этот Кондратий, да, случился. Но потому что он понять не может, как так, да. Он-то думал, что вы страдаете, что вы его все оплакиваете, что вы
там, ну, буквально должны шкрептись к нему в дверь, да, умолять о прощении, чтобы он вернулся в вашу жизнь. А тут нет, да, вы развлекаетесь, вы веселая, вы красивая, у вас все хорошо в жизни. И ему прям плохо, у него сердце болит, съежилось, болит, стучит. Ой, прям слезы на глаза наворачиваются. Он понять не может, почему так все произошло, почему вы так сильно преобразились, и почему вы к нему не приходите, за ним не приходите. То есть, знаете, как рухнула последняя надежда. Вот за что он держался, что вы вот должны прийти его вернуть. Вот это все рухнуло, потому что он вас где-то увидел, либо увидел ваши фотографии в соцсетях, что вам не до него, да, что у вас жизнь сложилась, и вы не грустите, не печалитесь, и ему сейчас плохо. Кстати, он вас либо сам может обвинить, либо он может, допустим, через общих знакомых вас обвинить в том, что у него там сердечный приступ, в том, что ему плохо, в том, что вы такая бессердечная, развлекаетесь, жизнь свою устраиваете, а об этом бедном козлике даже не вспоминаете. Это чуть попозже такое может к вам прилететь, да? Потому что он у вас все-таки козел, да, а козлы, они ведь очень сложные и очень, как сказать, обид не прощают, либо очень долго потом нудят, да, что вот, меня обидели, я такой хороший, меня все обидели. Дальше. Здесь какие-то люди помирились, договорились, и это хорошее событие. Может быть, вы пытались этих людей помирить, может быть, вы хотели, чтобы они помирились. Вот как раз-таки это уже произошло. Уже нет между ними обиды. Они начинают опять сближаться. Может быть, это какие-то ваши родственники, либо, возможно, это ваши общие друзья. Но ссоры уже нет. Раскола уже между этими людьми нет. Вы сделали свое дело. Вы молодец. Вы их помирили. По крайней мере, они вам благодарны за те попытки, которые вы делали. С благодарностью думают, вспоминают. Здесь показывают человека, который вам то ли должен сделать подарок, то ли должен от кого-то передать подарок. Человек как будто бы не успел приехать, не успел доехать, либо все еще едет к вам. У вас еще подарок ждет. Подарок, кстати, очень даже неплохой. Вам точно понравится. Вот что бы это ни было, вам точно понравится. Либо конкретно от этого человека, либо по просьбе кого-то очень хорошего человек вам привезет этот подарок. Ну, то есть будет приятно. В самом венце нам показано, что знак вопроса трансформируется в восклицательный знак. То, что было под вопросом, теперь уже как факт, как принято. Да? Может быть, вы кому-то запрос делали, может быть, вы кому-то с просьбой обращались. Да? Человек решил ответить, и человек ответит положительно. Неважно, куда вы делали запрос, неважно, к кому вы обращались, здесь восклицательный знак, то есть будет положительный ответ. Тот, либо та, к кому вы обращались, уже все придумал, все продумал, и здесь будет положительно, вот однозначно положительно. Вам еще об этом не сообщили, но я так понимаю, что сообщат там буквально в течение нескольких дней. Это хорошее событие. Вы убедили этого человека, либо человек решил пойти вам навстречу. Вы все разные, каждый обращался со своими вопросами. Но теперь вопроса нет, теперь уже восклицательный знак. То есть это твердое «да», положительный ответ, твердое «да». Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.